Исаия Мисис, здравствуйте. У меня вопрос к вам вот такой. Вы прожили жизнь с человеком, посвятившим свою жизнь науке, изобретениям, общению в научном мире. Как строится семья, когда в семье ученый? Все точно так же, как у всех? Или вот есть свои законы? Как воспитываются дети? Приоритеты, наверное, другие. Я не знаю, это я вот уже сама распространяю свою тему в разные стороны. Вы же общаетесь с другими барышнями, да, у кого, например, там муж совсем не ученый. Вы видите разницу в вашей семье и других семей? Ну, надо сказать, семейная жизнь строится по совсем другим своим законам. Так. И здесь наши профессиональные навыки и наши профессиональные предпочтения всегда идут уже вторым фоном. Угу. Семейная жизнь предполагает, я бы сказала, большой, обоюдный, взаимозависимый труд. Угу. И здесь, ну, безусловно, мы считаемся друг с другом как с профессионалами, но тем не менее в семейной жизни даже, наверное, когда человек занят какими-то научными изысканиями, он все равно находит время для бытовых забот, для забот о семье, о ребенке. И вот то, что эти люди умеют отключаться и ставить семью на свое место, а работу на свое, вот это, наверное, залог длительной семейной жизни. Краткий курс успешной и счастливой семейной жизни. Наверное, так. Берите и пользуйтесь. Это требует каких навыков? Вот чтобы научиться ставить на нужное место семью, на нужное место профессию, находить между этим баланс, какую-то гармонию и, опять же, вот строить отношения на этом вот взаимном понимании, взаимозависимости с хорошей точки зрения, да, и развивать, опять же, свои отношения, семью, в детей это все вкладывать. Какие навыки нужны? Ну, очевидно, эти навыки формируются изначально в семьях родителей. Уже, да. Да. В том поколении. Я должна отметить, да, что и родители Ильдара, несмотря на занятость, несмотря на то, что его отец был выдающимся ученым в своей области и занимал очень большую должность, был директором Всесоюзного научно-исследовательского института медицинской техники, он был еще замечательным семьянином, который много внимания уделял своему сыну. Ильдар и сейчас вспоминает, сколько навыков, сколько знаний он получил именно от отца, который вместе с тем… жизненный, да, не в плане науки. Который вместе с тем был очень занят на своей работе. И тем не менее он находил время и для сына, и для семьи. И семья никогда не была обделена его заботой. Вот, очевидно, эти навыки пришли из моей семьи, где тоже люди считались интересами друг друга, но тем не менее не забывали о семье. То есть развивались. Да, развивались и одновременно в личностном плане, и в профессиональном. И одновременно уделяли внимание семьям, детям, их росту, их благосостоянию, в конце концов. Все это не забывалось. Я знаю, вы пишете стихи. У вас это детское какое-то увлечение, или это к вам вот пришло как-то с возрастом, с мудростью, с семейной жизнью, может быть, с какими-то новыми в себе вот открытиями как личности? Когда это началось? Ну, вот в подзаголовке к своей первой книге я написала, что стихи я пишу с детства. И даже было время, когда меня спрашивали, кем ты хочешь стать, я говорила сочинительницей. Это было не случайно, очевидно. Тогда в моей голове родились мысли, что это может быть и профессиональным навыком. Но поскольку я родилась и воспитывалась в семье среди медиков,
Врачом-хирургом была моя бабушка. Моя мама была врачом-терапевтом. Две ее сестры были тоже врачами. Медицинское призвание, очевидно, взяло верх в определенный период. И я, надо сказать, ни минуты не пожалела о том, что я закончила Казанский медицинский институт. Я очень любила свою работу. Она мне приносила истинное удовлетворение. Ну, а поэзия развивалась параллельно. Был какой-то период, когда, ну, в силу, очевидно, и эмоциональных каких-то тяжелых потрясений, вот в 90-е годы, да, я на какое-то время это все забросила. Ну, а потом вот стала писать с новой силой. Это да? часть вас, Да, это, которую наверное, вы, к счастью, не забыли, не покинули, несмотря на то, что вы, в общем-то, и соратник, и подруга, и мама, и жена, и специалист. Вообще это очень здорово, потому что знаю, как психолог, много примеров, когда меняется статус женщины, да, и уходят вот какие-то очень важные вещи, которые жили в человеке с детства, а потом недостаток этого, да, выливается как раз в какие-то проблемы внутренние, потому что человек не находит вот этого выхода творческого, может быть, ну, какого-то, или в искусство. Поэтому прекрасно. Спасибо вам большое, что вы подключились к нашему разговору, к нашему интервью. У вас очень красиво изданы книги стихов, прям очень достойно, очень прям еще высокий класс. В общем, я поняла, что я нахожусь в семье каких-то идеальных людей, которые четко, строго просто получают удовольствие от процесса, не думая о результате. Это какой-то совершенно... Я не знаю. Результат не интересен. Результат не интересен, да, то есть в данных современных условиях это некое блаженство вообще какое-то. Нет, скажем, я дарю книги своим друзьям, Ну, это понятно, своим да. родственникам, да, и людям, которые близки мне, скажем, по мировоззрению. Вы такие вот хрупкие, да, вот, но имеется в виду, что вы как люди очень легкие, вот хрупкие с хорошей точки зрения, да, то есть вот в этом, наверное, больше слова как там изящные там или что-то вот такое, да, изысканные. И при этом у вас какая-то железная воля, вы вот этому всему не поддаетесь. Какие-то титановые просто. Мы же заставили. Наследие предков. Видимо, да. Да. Но у нас тоже вот семья из тех, кто не бедствовал, скажем, до революции, да. У моего, считайте, прадеда было свое торговое дело. То есть мы из купцов второй гильдии казанских. На одной из ведущих улиц, которая сейчас, кажется, называется улица Московская. Может быть, есть такая. Там был внизу магазин, а наверху жилой дом. Ну да, так обычно. Да. Вот. И, ну, видимо, к счастью, в 16 году случился там большой пожар в доме и, соответственно, в лавке. И семья как-то вот к 17 году не успела Познать все. восстановить свое производство. И в результате можно было смело говорить, что, скажем, когда моя бабушка поступала в институт, она написала из служащих. Понятно. Да, потому что если бы она писала из купцов. Ну, понятно. Да. Да, Это была бы другая судьба. Да, это Мы бы. вообще из крестьянной части. Да, и у меня дедушка, у которого папа там владел мельницей, и были там наемные батраки и все прочее, он тоже написал, что он из крестьян. Сильно, видимо, проверять не стали. Но благодаря этому они закончили институты, да, они получили высшее образование. Продолжили свой род. Да, они достойно продолжили свой род. Но тоже не обошлось без катаклизмов. В 1937 году моего деда посадили благополучно. Он отсидел 9 месяцев, но тем не менее, вот как-то они не озлобились. Да, это, Да? кстати, Вот еще одна это черта. было, да, это было очень удивительно, Такое у меня что был не отец Ильдара, активный коммунизм был. не мой дед, они никогда не говорили, что вот советская власть их там в чем-то ущемила, что-то им там не додала. Хотя, может быть, все это было, но тем не менее они все были довольны своими судьбами.
Они строили сами себя, Да. потому что надо отдать должное советской власти, она воспитывала должным образом. Граждан. И да, граждан своей страны, патриотов, и вкладывала какие-то основополагающие позиции, которые вот потом не выбьешь. Мгм. Да, на этом все держались. Да, на этом все держалось. Спасибо большое.